Есть города, чья многовековая история воплощает в себе путь целых наций и государств, пройденный сотнями поколений через многочисленные события и потрясения. Туркестан – один из самых древних городов Центральной Азии. Его история уходит корнями в глубины тысячелетий. Именно здесь, в столице казахского ханства, в судьбоносные времена принимались важные решения, определившие будущее всей нации. Тут сходятся пути многочисленных паломников, спешащих поклониться его святыням. Одни идут туда для духовного очищения, другие посещают его, чтобы открыть для себя древнюю историю. Особо выгодное географическое положение, сравнительно благоприятный климат, близость гор Каратау с богатым животным миром, русло рек Арыс и мощные Сырдарьи сотни лет назад все это стало благоприятными условиями для создания поселения. Туркестан имеет очень важное значение для нашего народа. Это один из древнейших городов Центральной Азии. Новые артефакты, найденные нашими археологами, подтверждают, что городище Культубе имеет 2000-летнюю историю. Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи – один из главных историко-архитектурных объектов в нашей стране. Здесь похоронен Ходжа Ахмет Яссауи, занимающий особое место в исламе, основоположник ветви суфизма, мыслитель. Азрет Султан – великая личность не только для казахов, но и для всех тюрков, ведь он соединил ислам с тюркским миром. Как говорят в народе, у Медины Мухаммед, в Туркестане Ахмед. Священный Туркестан стал духовным центром всего тюркского мира. Международная организация тюркской культуры «Тюрксой», объединяющая тюркоязычные страны, в 2017 году объявила Туркестан духовной столицей тюркского мира. Все эти факты стали решающими для того, чтобы сделать Туркестан областным центром. Это историческое решение и есть показатель развития нашей страны. Я надеюсь, что город будет динамично развиваться, появятся новые рабочие места, перед молодежью будут открыты новые возможности. И я верю в то, что в скором времени здесь вырастет прекрасный город. И я могу с уверенностью сказать, что нас впереди ждут великие открытия, интересные открытия, которые действительно будут посвящать весь мир. Хотя бы те артефакты, которые были найдены сейчас, оно уже вызывает огромный интерес в мировом научном сообществе. И это, конечно, отрадно, что мы с вами являемся свидетелями большой истории, открытия большой истории. И, конечно, я уверен, что благодаря трудам наших приглашенных ученых, наших казахстанских ученых, мы можем на весь мир заявить, что Великая Степь, она была самой сердцевиной человеческого развития. Визитная карточка города, мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, первый в нашей стране получил статус памятника всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в критерии «Шедевр человеческого гения». Предтеча древнего Яссы, а именно так назывался Туркестан с XII века, городище Культубе. Оно находится в 300 метрах к востоку от Ханаки Ходжи Ахмета Яссауи и в перспективе также может войти в перечень ЮНЕСКО как уникальный памятник нескольких эпох.
Открытие новых культурных слоев и более детальное их исследование указывают на необходимость проведения дальнейших научных изысканий, таких как анализ раскопок, и переворачивает многие привычные и устоявшиеся представления об истории Туркестана и в целом древних городов Казахстана. В соответствии с поручениями руководства страны по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира, Казахский научно-исследовательский институт культуры реализует реставрацию исторических объектов по проекту «Городище Культубе» при поддержке евразийской группы ERG. Мы с гордостью можем сказать, что Республикой Казахстан на сегодняшний день проводится огромная работа, системная работа, включая как Министерство культуры и спорта, так и подведомственные организации, которые видят свою миссию в продвижении, в сохранении этих памятников, в продвижении нашего имиджа страны, которая имеет огромные богатства и умеет их сохранить. Нами проведена в течение 6 месяцев работа по археологическим исследованиям, консервации и частичной реставрации объекта Культубе. В целом объект составляет 27 гектаров, реализация проекта рассчитана на 3 года. Именно работа на объекте Культубе дает очень большой импульс развитию археологической науки, потому что на сегодняшний день это является самыми масштабными и самыми большими раскопками в стране по территории и по значимости. Духовные и материальные ценности, историю, написанную великими предками – все это хранит Туркестанская область. При этом огромная часть бесценного наследия все еще остается погребенной под многовековой пылью и неизученной. Сейчас стоит задача не просто узнать больше о прошлом, но и помочь сохранить сокровища древности для следующих поколений. Вот на этой фотографии 1867 года мы видим вокруг этого мавзолея огромный город, большой, да? Яссы был небольшим городом до прихода туда Хаджи Ахмеда. Вот. Но в районе этого Туркестана возвышался очень большой холм. И этот холм, который получил название Культубе, это означает, что вершина с пеплом или золой. И вот, возвышаясь метров примерно на 8-9, в некоторых местах на 10, выше уровня вот средневекового Туркестана, мы могли предположить, что это очень старая постройка. И, в принципе, вот этот вот старый город, который окружал весь вот этот комплекс, мог бы превратиться в полигон для подготовки археологов, реставраторов, которые по мере своей работы не просто бы занимались академическими учебными делами, реально бы восстанавливали, реставрировали эти новые объекты. И там можно сделать все, что угодно. Культурный, просветительский, какой хотите. И даже развлекательный, почему бы. Археологические изыскания и научно-исследовательские работы на многослойном архитектурном памятнике, реализуемые Казахским научно-исследовательским институтом культуры, совместно с компанией ERG, уникальны и не имеют аналогов на постсоветском пространстве. И это событие уже сейчас можно назвать историческим, невероятным по своему охвату и масштабу, позволяющее глубже погрузиться в историю удивительного мира, хранящего тайны тысячелетней давности. Учитывая, что на этой территории находятся памятники международного и республиканского значения, право собственности на памятники, государственные памятники республиканского и международного значения осуществляет Министерство культуры и спорта Республики Казахстан как уполномоченный орган в сфере историко-культурного наследия. Хотела поблагодарить корпоративный фонд ERG Кумек. Исследовательскими работами занимается на этой территории, археологическими работами ответственность на научно-исследовательском институте культуры. Наш институт, помимо археологических исследований, ведет на объекте городища Культубе консервационные и реставрационные работы. Итогами всех этих работ
будет музей под открытым небом, не имеющий аналогов в Республике Казахстан. Учитывая близкое месторасположение городища Культубе к охранной зоне территории мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи, Институт культуры подготовил отчет влияния плана развития и детальное описание планируемых работ по благоустройству городища Культубе в соответствии с рекомендациями ИКОМОС и ЮНЕСКО. В феврале 2019 года в Париже была проведена встреча с представителями Центра всемирного наследия, в результате которой заключили соглашение о предоставлении комитету подробной документации и отчета оценки воздействия на памятник культурного наследия с привлечением группы национальных и международных экспертов. С этой целью институт достиг договоренностей с международными специалистами, первые из которых прибыли в Туркестан 30 марта. Говорит старший эксперт Международного совета по памятникам и объектам ИКОМОС по оценке состояния сохранения объектов всемирного наследия, профессор доктор Майкл Янсен. The reason why international experts come to a place like Turkestan Причины, по которым международные специалисты приезжают в такие места, как Туркестан, кроются в чудесных сооружениях, важность которых превышает местные и региональные исследования и имеет громадное значение для всемирного сообщества. Вот почему мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в списке мирового наследия. Ведь мир не только принимает участие, но и ответственен за содержание данного памятника. На сегодняшний день в этом списке около 2000 памятников и мавзолей, как и другие, показывает важность этого места не только для страны, но и для всего мира. Восточный базар. Это базар для туристов. Эксперт научного комитета ИКОМОС по документации наследия доктор Она Вилейкис-Тамайо также считает создание концепции крупного историко-археологического комплекса в Туркестане крайне интересной и прорывной идеей. Кстати, аналогичные археологические парки успешно функционируют в Помпеи, Италия, в Петра, Иордания, где она проработала несколько лет. I have been involved in different projects worldwide, and I'll tell you why this project is unique. Я участвовала в разных проектах по всему миру, поэтому могу назвать этот проект уникальным. Это действительно позволяет как гостям со всего мира, так и местным жителям увидеть это замечательное место. А Туркестану позволит развиваться еще стремительнее, что привлечет большой поток туристов. Для них это возможность посетить исторические достопримечательности, почерпнуть новое из мест раскопок и памятников. А для государства, в случае, если наблюдается кризис туризма, приток гостей стимулирует появление новых ресторанов, отелей и, в общем, развитие города. Это позволит Туркестану быть больше на виду у всего мира. Концепция генерального плана предусматривает воссоздание исторического центра и археологического парка в соответствии с его исторической топографией и ландшафтом, с сохранением исторической планировки города и существующих памятников. Это также повод вашей стране подчеркнуть свою культурную значимость. И я считаю, что эта комбинация мавзолея как уникального памятника и археологического парка под открытым небом вокруг него показывают богатство вашей страны, и я уверен, что будет как магнитом притягивать людей не только в Казахстан, но и в соседние страны, чтобы увидеть невероятные культурные особенности Центральной Азии. Для того, чтобы понять различные исторические слои Иски Туркестана, древнего Туркестана, были проанализированы несколько карт разных периодов времени. Сегодня археологические остатки старого города все еще различимы, что позволяет идентифицировать старую сеть маршрутов, которые пересекают город.
Это позволило провести целенаправленные археологические исследования, которые в настоящее время сосредоточены в районе городища Культобе, где был установлен самый ранний период существования Туркестана. На протяжении почти 30 дней международная и региональная многопрофильная группа в составе 16 человек в тесном сотрудничестве с археологами, архитекторами и реставраторами тщательно изучала памятники архитектуры и археологический парк в целом, рассмотрела существующие проблемы, меры в области консервации и текущее эксплуатационное обслуживание. Полевые и камеральные исследования, оценка состояния объекта, определение материальных и нематериальных ценностей, характеризующих атрибуты объекта всемирного наследия и его общую ценность, нашли отражение в 500-страничном отчете историко-культурного наследия. Результативными оказались встречи зарубежных специалистов с администрацией Туркестанской области, обсуждая планируемые реконструкции и создание археологического парка согласно рекомендациям ЮНЕСКО и ИКОМОС. Самая важная и трудоемкая работа сделана. Позади бессонные ночи, многочисленные переговоры и встречи, согласование и утверждение генерального плана. А впереди защита отчета на Всемирной сессии ЮНЕСКО в Баку. We now move to the discussion of the item relating to mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi in Kazakhstan. Туркестан – один из древнейших городов Центральной Азии, одна из жемчужин Шелкового пути. Год назад президент Казахстана издал указ о присвоении Туркестану статуса административного центра самого густонаселенного региона нашей страны. Ожидается, что в течение 10 лет население города удвоится. Это значимый фактор, обуславливает важность возведения новых и сохранения существующих общественных сооружений, призванных улучшить социально-культурную инфраструктуру, диверсифицировать туристический потенциал и гарантировать устойчивое развитие местного сообщества. В буферной зоне мы намерены создать археологический парк «Древний Туркестан». Благодарим Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных памятников ИКОМОС и Центр всемирного наследия за поддержку данного предложения. Вместе с тем проекты Духовного культурного центра, расположенные вне буферной зоны, разработаны с учетом требований Конвенции и ее операционного руководства. Экспертное заключение по данным проектам была подготовлена группой казахстанских и международных специалистов с опытом практической работы в миссиях ИКОМОС. Согласно ее заключению, данные проекты не имеют негативного визуального воздействия на объект всемирного наследия. Как заместитель премьер-министра я подтверждаю, что Казахстан обязуется при реализации всех проектов в городе Туркестан обеспечить сохранение выдающейся универсальной ценности мавзолея. 5 июля 2019 года Комитетом всемирного наследия была высоко оценена работа, проделанная правительством Казахстана, и подтверждено, что строительные работы не оказывают никакого негативного влияния на мавзолей. Привлечение международных экспертов ЮНЕСКО к защите, к сохранению этого всемирного наследия, оно преследует также и цель гармонично вписать этот архитектурный памятник в общую концепцию развития города Туркестан. И это именно та модель взаимодействия, которая утверждена в мире, которая подтверждена соответствующими конвенциями ЮНЕСКО. Это лучшие практики в деле сохранения и развития, популяризации таких культурных ценностей. В соответствии с концепцией развития города Туркестан,
где оговаривается перспектива воссоздания исторического городища, был разработан генеральный план и 3D-визуализация благоустройства городища Культобе. К проекту были привлечены лучшие архитектурные компании, ландшафтные дизайнеры. В Туркестане мы занимаемся разработкой 4 больших объектов ландшафтных. Это новый городской парк с аттракционами, парк первого президента, аллея Назарбаева. Ну и, конечно, самый важный, самый главный центральный проект – это археологический парк-музей Азрет Султан. Для нас это своеобразный челлендж и новая задача, интересная, оригинальная и очень ответственная. И мы работаем там с очень многими казахстанскими институтами, с Казреставрацией, с Министерством культуры. Очень важные, интересные центральные объекты в Туркестане. Одним из интереснейших объектов на территории археологического парка-музея Азрет Султан является древний город Культубе с цитаделью в центре и с многочисленными древними постройками. Раскопки его начали сравнительно недавно, сейчас они активно ведутся, каждый день делаются новые открытия. Ну и мы, соответственно, со своим генеральным планом, благоустройством, мы идем вслед за археологами, работаем с ними рука об руку. Интереснейшие задачи, в общем-то, стоят. Проектом предлагается использовать имеющийся на территории канал, проложенный для инженерных коммуникаций, ров, тянущийся с юго-запада на северо-восток. Ров предполагается засыпать, расположив поверх него конструкции покрытия, которые образуют центральную пешеходную линию и линию движения электроавтобусов для тургрупп. Рядом с местами активных раскопок будут устроены палаточные лагеря с характерной атрибутикой, где гостям можно провести время и приобщиться к раскопкам. В павильонах будут представлены предметы, обнаруженные на раскопках, а внутренние стены будут играть роль экранов для демонстрации материалов, связанных с историей места. Мы хотим сделать археологический парк, где, в общем-то, будет обеспечен доступ посетителей ко всем этим сооружениям. Мы делаем целую сеть таких галерей, дорожек, эстакад пешеходных, где можно со всяких ракурсов это все посмотреть. Конечно, с информационными стендами, где обо всем можно будет почитать, узнать. Никогда за свою многовековую историю священная для каждого тюрка земля не переживала столь стремительных и кипучих преобразований, как сегодня. К реализации проекта «Городище Культобе», входящий в состав комплексного генерального плана археологического парка, были привлечены отечественные и зарубежные научные эксперты, компетентные в области археологии, консервации и реставрации памятников истории и культуры, которые придерживаются международной практики и стандартов исследований. А наша основная задача здесь, вот на этом объекте, который называется «Цитадель древнего Яссы», вскрыть весь периметр крепостных стен цитадели и выявить планировку, как она была застроена, чем была застроена, и отсюда определить функционалы этого комплекса, так сказать, что из себя представляла цитадель в древние времена. Ну, во-первых, о хронологии. Как мы сейчас установили, анализируя полученный комплекс материалов,
Эта цитадель, во всяком случае, вот эти крепостные стены были построены, как мы полагаем, в первом-втором веке до нашей эры. Уточнению хронологии способствуют находки, такие как кушанские монеты второй половины II века нашей эры, ювелирные изделия разного рода, которые имеют достаточно точную хронологическую привязку. Те находки, которые сделаны в ходе расчисток помещений внутри периметра стен цитадели, говорят о том, что это не была цитадель чисто военным сооружением. Хотя, естественно, крепостные стены говорят о том, что здесь было военизированное общество, которое хотело охранять, оберегать то, что заключалось внутри. А внутри мы видим большие дворы, достаточно 5-6 метров в стороне, и у них обмазанные полы, которые пробиты такими круглыми лунками регулярными, которые идут по кругу. Создается впечатление, что эти лунки служили для установки опорных столбов или жердей, на которых, собственно, строилась каркасная постройка, легкая каркасная постройка жердевая, и которая покрывалась, видимо, тканями, коврами, кошмами. То есть это была легкие постройки, которые, ясное дело, напоминают нам кочевое легкое каркасное жилище, как бы протоюрты. Последние археологические раскопки показали не только многослойность архитектурных форм, но и деление на 3 основных этапа существования Культобе. Древний период – это бытность небольшого поселения от 1 века до нашей эры до 2 века нашей эры. Средневековый – это эпоха Хаджи Ахмеда Яссауи, 11-12 века, и послесредневековый – период Казахского ханства, 16-19 века. Доказательством тому служат цитадель, Шахристан и Рабад – археологические сооружения, свойственные каждому из перечисленных периодов. Работы над данным проектом начались 17 января 2019 года и продолжаются до сих пор. Территория занимает 27 гектаров. Эту площадь мы разбили на 3 части, соответственно, на 3 года. Получается, за год мы должны исследовать 9 гектаров земли. В этом году из запланированных 9 гектаров на данный момент были расчищены более 8. За это время нам удалось раскопать несколько культурных слоев разных эпох. Например, самый древний слой относится к государству Кангюев. Следующий – это период правления Тюргешского каганата. Далее слой караханитской эпохи, казахского и каканского ханств. Было раскопано порядка 200 комнат, датируемых временем правления каканского ханства. Среди них жилые комнаты, базары с торговыми рядами, улицы. Также была раскопана магистраль, построенная при Каканском ханстве, протяженностью 130 метров в длину и 40 метров в ширину, по обочинам которой был возведен каменный забор. В домах были найдены бытовые помещения с тандырными печами, алтарными очагами. Удивляет великолепная сохранность стен сырцово-пасховых построек, высота которых порой достигает 3,5 метров. Теперь в Туркестане, в непосредственной близости от памятника архитектуры XIV века мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, можно пройтись под древними сводами и арками и осмотреть архитектуру первых веков до нашей эры. Археологами начато вскрытие по периметру древнейших крепостных стен древней цитадели. Она имеет уникальную конструкцию и планировку в виде шестиугольника с углами в 120 градусов.
уже расчищено крестообразное в плане здание первоначального храма. 1 век до нашей эры, 1 век нашей эры. Позже примкнувшее к нему крестообразное здание замка, 2-3 века. Угловой дом, восточные участки крепостной стены цитадели, 2-4 века. Жилые культовые сооружения X-XII веков. Итоги этих работ получили широкое освещение в десятках научных публикаций, как внутри страны, так и за рубежом. Культабе – огромный памятник. И глядя на него, сразу чувствуется мощная атрарская школа, методика раскопок, использование всех наработанных наукой и практикой не только казахстанской археологии, но и зарубежных ученых для исследований. Скрыта очень большая площадь. Сохранность памятника хорошая. И думается, что это очень перспективный объект для туристического бизнеса. Нужно только аккуратно раскопать, а самое главное – это сохранить. Сохранить, законсервировать, где-то, может быть, применить реставрацию, элементы реставрации. Это один из украшающих Республику Казахстан кластеров международного туризма. С начала 2019 года в ходе археологических раскопок на городище Культубе археологами было найдено немало ценнейших артефактов. По словам археолога Серика Акылбека, это одна из тех монет, которые они нашли. Датируется 8 веком. На одной стороне написано «Господин Тюргешский Каган», на второй изображена тамга тюргешей в виде стилизованной буквы рунического алфавита. Отчеканенную из бронзы монету нашли в стратиграфическом слое одной из улиц. Ученые считают, что эта находка дает основание полагать, городище действительно являлось столицей и центром торговли и было одним из пунктов Великого Шелкового пути, который положил основу международных отношений Востока и Запада. Важной находкой является обнаружение облицовочных плит, аналогичных тем, которыми был облицован мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи. В южной части раскопок на городище была обнаружена печь по обжигу керамики и кувшинов, состоящая из 8 камер. 14-15 ғасырға тән Нами были найдены печи для обжига керамики, датируемые предположительно XIV-XV веками. Мы предполагаем, что в них изготавливали керамику и облицовочную плитку для строительства мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. А также нашли сырье, которое использовали для изготовления керамики и печей. В слоях периода Ходжи Ахмеда Яссауи мы нашли жилые дома. Эти дома интересны тем, что там найдены уникальные керамические атрибуты домашнего напольного алтаря. В каждом доме были места для древнего жертвоприношения – тасатык. Найденные артефакты говорят о том, что, несмотря на то, что в этот период активно проповедовали ислам, жители города еще веровали в доисламскую религию. Почти каждый день раскопочных работ перелистывает новые страницы в истории, скрытые под недрами земли. При расчистке строений древнейшей цитадели городища Культубе обнаружен небольшой клад древних ювелирных изделий. Золотые серьги, а в кладе их оказалось целых 5 штук, определяют и уточняют датировку последнего этапа существования древней цитадели. Буквально недавно при раскопках древней цитадели города Яссы нами были найдены набор ювелирных женских украшений. Ну, можно его сказать, даже небольшой кладик ювелирных украшений. В составе этого кладика имеется 5 золотых сережек, несколько деталей украшений из различного материала бусы. Найден он был в небольшом кожаном мешочке. К сожалению, мешочек не сохранился. Датируется
эти находки вторым-третьими веками нашей эры. Енді алтын әшекей бұйымның жасалу стиліне. Если говорить о стиле золотого украшения, то изделие имеет большое сходство с теми украшениями, которые оставили после себя гунны. Қолданыста болған алтын әшекей бұйымға ұқсас келеді, ұқсайды. Пока мы это только предполагаем. Изделие инкрустировано вот такими камнями. Алтын әшекейдің беті мынау тастармен. А по форме напоминает казахский торсык, бурдюк. Сонымен қоса мынау пішіні бір торсықты көз алдымызға елестетеді. Сол алтын әшекей. Кстати, наряду с этими украшениями были найдены висячие украшения по форме, напоминающие колокольчики. Мы предполагаем, что эти колокольчики пришивались к одежде или нанизывались на нити. Эти артефакты говорят о том, насколько было развито ювелирное мастерство в те времена. Насколько изящные вещи изготавливали мастера. И для нас, как жителей, очень важно показать исторически значимые вещи для казахов, такие как развитие ювелирного искусства. Не менее ценной оказалась находка 3 книг, написанных арабской вязью. Находки найдены в разных участках городища. Первая книга была спрятана в печи, вторая найдена при раскопке археологического слоя XIX века, недалеко от поверхности Земли. Что именно написано в книгах, пока точно неизвестно. Однако, по предварительному заключению, это пояснение к Корану. Когда первый раз позвонили, сказали, что тут нашли эту книгу, я попросил, чтобы отправили фотографии и так далее. Это же был уникальный, конечно, памятник. Мы, конечно, приехали сюда срочно, в тот же день, и это изъяли блоками. Это интересный очень это самый памятник письменности. Этот памятник сейчас находится в стабильном реанимационном состоянии. Дело в том, что так как она пролежала под землей несколько сотни лет, и ни глины, все это растворились, она же сыпется вот это на глазах. Затем, не проходя пару недель, находят ребята еще письменные памятники. Здесь же, опять же, на глубине 30 сантиметров в ящике лежали 2 книги, толстые, толщиной где-то сантиметров 6. Одна книга более-менее сохранилась, это относительно, конечно, а другая книга была съедана мышами, они же делали прямо в середине это гнездо. И надеюсь, что в самое ближайшее время мы можем обрадовать и можем прочитать, и о чем было написано это письменный памятник. И она может новые страницы открыть в этом прекрасном раскопке. Ценные экспонаты, которые, несомненно, откроют новые страницы нашей истории, были отправлены на реставрацию в Алматы, в лабораторию «Остров Крым». В лабораторных условиях сняли рентгеновские снимки. Рентген показала, что она однородная. Под микроскопом все обследовали влажность, и нам этот артефакт попался как в очень слабом состоянии, то есть реанимационное состояние. Она же сыпется на глазах, поэтому мы его решили в специальный бокс, и растворы мы приготовили. В этом растворе мы держим уже месяц-полтора. И она начинает стабилизироваться уже не так, как раньше же, например, как песок сыпался, сейчас где-то держится. Сейчас под наблюдением, каждый день мы над ними наблюдаем. Стабилизирующие растворы дополняются, антисептиками обработали. После 2-недельный срок, после изъятия, мы полностью избавились от микробов, от грибков. И сейчас идет тоже стабильное реанимационное состояние, и идет пропитка полным ходом. Также каждый день проверяются, дополняются растворы, антисептиком отрабатываем. Надеемся, что покажет хорошие результаты. Археология
Одна из наук, объекты исследования которой обязательно имеют территориальную привязку. При проведении раскопок, как правило, строятся детальные планы изучаемых памятников и производится топографическая съемка прилегающей местности. С целью определения максимально точных данных об исследуемой территории и разработки геоподосновы институтом была проведена топографическая съемка с использованием приемников GPS-сигнала земельного участка площадью 27 гектаров городища Культобе с составлением топографического плана масштабом 1 к 500 на бумажной основе с расчетом объемов выполненных земельных работ на участке. Одним из основных направлений в мировой археологии стало изучение археологических памятников без нарушения их структуры и целостности. На протяжении многих лет метод георадиолокации входит в стандартный комплекс полевых археологических исследований. Традиционные же археологические методы не позволяют гарантировать выявление объекта на больших площадях из-за значительных трудозатрат и ограничения по времени. Данная технология широко используется во всем мире. Геосканирование применяется в инженерно-строительных изысканиях, археологии и полевой геологии. В июне 2019 года нами была проведена работа по геосканированию на городище Культобе, город Туркестан, в объеме 27 гектар. В ходе полученной работы при анализе полученных данных были построены 3D-модели, выявлено расположение, структура и характер залегания погребенных строений, очевидно, мест проживания ранее живших там людей. Для выполнения георадиолокационного зондирования на городище Культобе был использован георадар ОКО-2 с частотой 250-700 МГц, позволяющий проводить сканирование на глубину до 6 метров. Площадная система наблюдений позволила в дальнейшем использовать полученные данные для анализа и представления результатов в виде 3D-моделей с выполненными 2D-срезами на необходимой глубине с целью наглядного выявления и разделения естественных и техногенных неоднородностей. К примеру, детальный анализ геосканирования на раскопках Культобе показал наличие сходных по структуре и составу искусственных аномалий на участках 6, 7, 9 и 11. После геометрического соединения точек нахождения выявленных аномалий в единый объект выяснилось, что это фрагменты единой крепостной стены. Анализируя полученные данные, археологами было решено сдвинуть границу изысканий на один сектор, заменив на более перспективный участок с плотной застройкой. В процессе проведения археологических работ на городище Культобе были вскрыты целые комплексы с хорошо сохранившейся планировочной структурой. Институтом было решено начать реставрационно-консервационные работы на вскрытых участках с целью их дальнейшей музеификации и для публичного посещения. Была составлена программа консервационных работ, которая включает в себя как частичную реставрацию, так и химическую обработку сырцовых стен помещений. Исследования показали, что древние стены городища Культобе были возведены из крупноформатного сырцового кирпича, пасховых блоков, на строительных растворах из глины и лесса. Однако разрушительное влияние времени, а также субтропический внутриконтинентальный климат, где летом непосредственно фиксировалась температура плюс 49 градусов, а зимой нередки трескучие морозы, после вскрытия в процессе археологических раскопок стены начинают интенсивно разрушаться. Сейчас мы проводим консервационные работы в городище Культобе в Старом Туркестане, чтобы археологические объекты не пострадали от проливных дождей, ветра и снега. Для этого мы обрабатываем химическими средствами то, что удалось раскопать археологам. К
К примеру, вот эти стены — городские ворота. Основными принципами при консервации сырцовых структур является минимальное вмешательство, обратимость, совместимость применяемых материалов с материалами памятника, а также презентабельность объектов музеификации ввиду быстрого состаривания внешнего облика жертвенного слоя. Состав химического реагента, который, кстати, разрабатывался в крупнейшей лаборатории в Германии, прошел практические испытания, показал хорошие результаты и полностью адаптирован под текущие задачи проекта. Для реставрационных работ используются традиционные материалы и технологии. Сырцовые кирпичи, аналогичные древним образцам по своему размеру и составу, а также глиняно-саманная штукатурка. Для более точного определения возраста археологических находок в настоящее время применяются несколько методов, самым достоверным из которых считается радиоуглеродный. За первое полугодие 2019 года на лабораторно-аналитические исследования сданы свыше 100 единиц материалов. После камеральной обработки будет получено научное заключение с аналитическими данными по итогам выполнения анализа. Ученым еще предстоит узнать возраст и пол многочисленных человеческих останков, найденных в различных культурных слоях городища. В данный момент подготовлены и сданы на антропологические исследования свыше 100 единиц материалов. То, что сейчас происходит на раскопках городища Культобе, можно с уверенностью утверждать, что это самые масштабные археологические работы не только в Казахстане, но и в мировом масштабе, как по размерам исследуемой территории, так и по привлеченному численному составу специалистов, а это без малого 200 лаборантов-землекопов и научных сотрудников. С обретением статуса областной столицы к Туркестану приковано внимание всех казахстанцев. В средствах массовой информации ежедневно публикуются новости с грандиозной стройки века, по масштабностью схожей со строительством Астаны. Большой интерес вызвали публикации в многочисленных статьях и выпусках новостей, посвященные ходу археологических и реставрационных работ в историческом центре Туркестана на городище Культобе, рассказывающих об истории, найденных артефактах и перспективах. Концепция археологического парка проста. Это создание условий для современного использования объекта культурного наследия, организация нового туристического маршрута и обеспечение доступа к музейным предметам и коллекциям. С этой целью, параллельно с масштабными археологическими процессами, ведутся работы по благоустройству городища. Прокладывается пешеходный туристический маршрут следования согласно дорожной карте XIX века. Для движения электрокаров планируется использовать уникальное дорожное покрытие на основе георешетки и геотекстиля. Неоспоримый плюс – такая дорога выдерживает большие нагрузки, вплоть до грузовых автомобилей. Использование экологически чистых материалов, срок службы которых составляет более 20 лет, и легкий демонтаж с целью переноса дорожного полотна на другое место. В данный момент ведем работу по разработке этой магистральной улицы. Там хотим сделать некую галерею ремесленников, где будут гончарные мастерские, все различные мастерские того времени, где можно будет посмотреть, какими инструментами работали, какие изделия изготавливали, какая была технология изготовления. И, в общем-то, в интерактивном режиме
даже, может быть, поучаствовать где-то в этом процессе. И это даст возможность посетителям погрузиться действительно в эту эпоху. Для каждого желающего прикоснуться руками к стенам самой древней цитадели в Казахстане, древнего Яссы Туркестана, и пройти под сводами многочисленных арок предусмотрен обзорный нижний маршрут, а для общего обозрения монтируются мостики и обзорная площадка, где сверху можно осмотреть планировку и все помещения крепости. Итоги наших работ, вот первого сезона, масштабных таких работ, мы расчистили, собственно, 1/3 площади цитадели. Предстоит расчистить северо-западную часть, обнаружить стены крепостные, обойти ее периметр цитадели и тем самым получить материал полной реконструкции архитектурного комплекса цитадели. Мы в течение этого сезона, следующего сезона раскроем полностью эту цитадель, и у реставраторов наших появится возможность восстановить частично, реконструировать частично вот эти архитектурные сооружения, которые здесь достаточно хорошо сохранились. Ну, как вы видите по кадрам, снятым, сохранность стен здесь порой достигает 3–3,5 метров. Ну вот вы видите крепостную стену, также хорошо сохранились стены крестообразного замка. Мы надеемся, что и на других участках цитадели будет достаточно хорошая архитектура. Каждый слой археологического памятника, имеющий многоуровневую структуру, рассказывает об определенном периоде истории. Но в отличие от ученых и археологов, туристы не умеют читать слой земли. Поэтому каждый уровень культурного слоя будет разделен на участки с указанием датировки, к которым они относятся, с 1 по 19 века. Администрацией института были созданы все условия для комфортной работы на объекте. В целях обеспечения питьевой водой была пробурена артезианская скважина, облагорожена санитарная зона. Построена разборная комфортная столовая на 200 посадочных мест, где предоставлено ежедневное бесплатное трехразовое питание. Для обеспечения безопасности, разрешения инцидентов и ситуаций, которые связаны с посягательством посторонних людей на объект и имущество, ведется круглосуточное наблюдение. Установлена система уличного наблюдения, аппаратный комплекс, обеспечивающий полный мониторинг всех открытых пространств в любых климатических условиях и предназначенный для предупреждения, профилактики и раннего реагирования на правонарушения. При перемещении значительных масс Земли, представляющих малую археологическую ценность или вообще не имеющих, используется современная техника, которая планомерно и подконтрольно ускоряет технологический процесс вскапывания. За текущий период осуществлен вывоз свыше 100 тысяч кубометров отвалов. Вот так все начиналось. Трава по колено, груды мусора и отходов. Но стоило копнуть чуть глубже, и услышали археологи голоса тысячелетней истории. Большая, кропотливая и нужная работа проделана за эти полгода. Сейчас это место не узнать. Словно из многовековой пыли поднялся большой город с особой аурой,
по улицам которого ходил великий апостол истины, суфийский миссионер Ходжа Ахмед Яссауи. Городище Культубе хранит немало загадок и тайн, но постепенно мы все больше узнаем о нем. Со временем городище расскажет нам свою историю и станет одним из самых посещаемых исторических объектов в нашей стране. «4 ноября 2019 года первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестан. Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность развития туристического потенциала Туркестана и всего региона. В ходе визита Елбасы презентовали проект по созданию археологического парка «Городище Культубе». Төрт кезеңді анықтап отырмыз. Бірінші кезең жалпы бас жоба ЮНЕСКО-мен келісім. Ежелгі кезең біздің дәуіріміздегі біздің үйлер, көшелер. Осы төрт кезеңнің негіздегі нелер үйлер. Бірінші ғасыр біздің дәуірімізде. Ар жағында тағы бар ма? Жоқ, ар жағы материк. Сонымен қатар жалпы суару жүйесін қалпына келтіріп жатырмыз, инфрақұрылымдық нәрселер. Мына жерде өзіміз созылады. Қандай вид будет такой? Сегодня пришло время вернуть древнему Туркестану его сердце, ядро, откуда начинался самый знаменитый город Великой Степи.